5 ноября в рамках Года педагога и наставника в России в Канашском краеведческом музее состоялось открытие ретроспективной выставки работ Татьяны Юрьевны Григорьевой. Татьяна Юрьевна – замечательный педагог и художник, выпускница детской художественной школы. Работала художником Центральной библиотечной системы города Канаш, преподавателем детской художественной школы и преподавателем Канашского педагогического колледжа. В экспозиции представлены живописные и графические работы Татьяны Григорьевой в разных жанрах и техниках исполнения. На открытии выставки присутствовали родственники Татьяны Юрьевны, ее мать и отец, крестные родители, ее коллеги-преподаватели художественной школы и педагогического колледжа. О том, как росла Татьяна, каким ребенком была, о ее детстве, юности, увлечении рисованием и более взрослой жизни рассказали родители Татьяны Григорьевой, мать Зоя Петровна и отец Юрий Петрович Григорьевы. У нас отец был плотником. Он рамы делал, все. Она тоже там ходила. Маленькая все ходила. Ей, наверное, было это все интересно, все. И начала она тоже что-то рисовать, что-то делать. И к Юре, к отцу подойдет, что-то делает, что-то. Вот и начала так и рисовать она. Так и научилась так рисовать. Семья, она, как сказать, девочка очень воспитанная, конечно, была. Скромная, хорошая. Чтобы против чего-то сказать, нет, маленькая. Все сама сядет, сама уроки делает. Никогда в жизни не говорили: учись, делай. Или что-нибудь за собой убери. Все уберет, все сделает. А рисовать она с малых лет любила. Она все время сядет и рисует, мы спим даже. Она сядет, не знаю, что рисует и рисует. И учится. Отлично училась она, конечно. Отлично кончила. И в школе все уважали, и дома, и в деревне. Мы деревенские, на самом-то деле, но живем в городе. Приезжает домой, в деревню. Летом мы в деревне живем. Приезжает, никогда не скажет: выходи полоть. Выйдет полоть картошку. Выйдет, зайдет. Покушаем. Она устает, конечно. Что молодая, что 6-7 класс, наверное, может, и 5. Теперь она ляжет немножечко. Я выйду тихоря полоть. Думаю, пусть отдыхает. Устала, наверное. Выйдет, встанет. Зачем без меня вышла? Зачем не разбудила? Никогда не сказала: не буду делать ничего. Никогда. Хоть устанет, хоть ничего. Никогда в жизни не говорила. Очень хорошая. Отец Татьяны Юрьевны поделился впечатлениями от выставки картин дочери. Аэрографии здесь в Канаше не было. У нее там учились тоже не было. Вот нашла художника в Нижнем Новгороде. Там переписывались. Она отпуск взяла и поехала одна туда, к этому художнику, и выучилась на аэрографию. Вот тут картинка аэрографии сделанная. И у нас там в деревне ворота расписывала аэрографию. Вот она все добивалась, все. Настойчивая была очень. Что захочет, то и делает. Сделает это все. Что ей надо будет, все. И раму она сама делала, все. Только подсказывай, все. Вот так она была. Рассказал о чувствах, одолевавших его на данной экспозиционной выставке. Всем благодарны за то, что ее не забывают. Помнят, что она была такая, и до сих пор все вспоминают, все доброе, все по-доброму вспоминают. Слово для открытия выставки предоставили директору Краеведческого музея Анне Николаевне Пчелкиной, исполняющей обязанности начальника отдела культуры по делам национальностей и архивного дела Татьяне Викторовне Вековой, директору детской художественной школы Ольге Олеговне Матьяновой. Разбавить официальную часть выставки помогли приглашенные на сцену воспитанники детской музыкальной школы Илья Сергеев, Диана Пьянзина, а также София Панова. Школьная пора, всякой погоде.
Анна Николаевна Пчелкина поблагодарила выступающих и вручила им подарки и благодарности. После торжественной части мероприятия, выслушав всех приглашенных гостей, посмотрев выступление воспитанников детской музыкальной школы города Канаш имени Максима Дормидонтовича Михайлова, все присутствующие собрались на общее фото. Ученики художественной школы города Канаш рассказали, что они увидели на выставке, высказали свои общие впечатления. Мы ученики 4 А класса детской художественной школы города Канаш. Сегодня мы познакомились с замечательной выставкой талантливой художницы Татьяны Юрьевны, с ее замечательными работами, которые она писала с душой. Мы просмотрели все ее работы, они были восхитительны. Мы не можем выделить какую-то особенную, ведь во всех них была вложена частичка ее души. Спасибо, нам это было очень познавательно и увлекательно. Хочется пригласить всех жителей города Канаш посетить эту выставку. Она пронизана душой и любовью. Мы учащиеся детской художественной школы. Мы пришли со своим классом, чтобы посмотреть на великолепные картины, которые написала Татьяна. Мы пришли сюда посмотреть на картины, и когда мы смотрели на картины, у нас появилось больше интереса стать художниками. Мы ученицы детской художественной школы города Канаша. Мы учимся в 3-м ВФГТ классе и... Мы пришли на эту выставку, чтобы посмотреть картины Григорьевой Татьяны Юрьевны, посмотреть ее технику, как она рисовала, чем рисовала. Мы пришли сюда, чтобы посмотреть на эти прекрасные картины, чтобы посмотреть, как она рисовала, услышать о ее жизни, какой она была в детстве, как выбрала такую профессию и прочее. Мне очень нравятся ее картины, ее техника. Мне очень нравится ее картина гуашью, потому что она необычно ей рисует. Гуашь – это краска, которая плотнее акварели, и ее не сильно нужно размачивать водой. А она гуашью работает очень прозрачно и красиво. Подводя общий итог мероприятия, говоря о выставке, нельзя не отметить, что выставка картин очень интересная, многогранная, насыщенная. Очень жаль, что сегодня с нами нет Татьяны Юрьевны, такой прекрасной, талантливой, трудолюбивой, доброй, светлой женщины. Ее творчество умеет вдохновлять и радовать, всегда будет приводить в восторг многие-многие поколения. Она звалась Татьяной, той, которой было отпущено так много таланта и так мало земного времени. Людмила Матвеева, Павел Демин, Канашский краеведческий музей.